В конце 90-х по Беларуси прокатилась череда загадочных смертей и исчезновений известных политиков. Мы не можем сегодня провести какое-то полноценное расследование. Это задача государственных органов. Но можем встретиться с людьми, которые были очевидцами тех дней, и с их помощью, опираясь на документы, восстановить события, чтобы понять, как это могло произойти и как не допустить подобного впредь. Люди с портретами исчезнувших политиков. Эта картинка в Беларуси за 15 лет кому-то, наверное, надоела. Многие, проходя мимо, просто отводят глаза или думают: ну сколько можно стоять, что толку? Я бы тоже, наверное, так думала, если бы проходила мимо. Но я была среди этих стоящих. Вон там, в белой кофточке. Временами мы меняли тактику. Ходили по проспекту Независимости, стояли на площади Бангалор, на Октябрьской напротив администрации президента, где-то еще. Потом носили петиции в прокуратуру, писали жалобы в Следственный комитет, обращались к президенту. И так 15 лет подряд. За это время выросло целое поколение молодежи. Они уже могут участвовать в выборах, и они будут голосовать, исходя из реалий. У нас нет войны, относительная стабильность. А в среде оппозиции, по их мнению, горстка отчаянных персонажей, которые по каким-то мотивам выступают в роли лидеров. Нет замены нынешнему президенту, не за кого голосовать. Почему Беларусь за 20 лет так и не узнала никого, кто мог бы честно соперничать с президентом Лукашенко в праве быть избранным народом? Кем эти люди с портретов могли бы стать в современной Беларуси, если бы были все эти годы среди нас? Нет сомнения в том, что эти смерти и исчезновения были не случайны. Потеря ярких политиков конца 90-х предопределила дальнейший ход событий. Ослабленная оппозиция так и не смогла оправиться. К 1996 году президент Лукашенко уже сконцентрировал всю полноту власти в своих руках. Пока не юридически, но он уже мог действовать, особо не оглядываясь на Конституцию, понимая, что за ним безусловная поддержка населения. Нарушений законов набралось к тому времени предостаточно. Депутаты Верховного Совета опасались, что президент воспользуется популярностью и изменит правовые нормы, чтобы закрепить свою абсолютную власть. Поэтому и собирали документы и подписи для импичмента. Да, было такое дело. В 1996 году было собрано необходимое количество подписей депутатов за объявление импичмента президента. А когда они попали в администрацию президента, то администрация президента, да, что был Мясникович Михаил Владимирович, они начали активно воздействовать на тех депутатов, которые подписали импичмент. И поэтому отдельные депутаты начали отзывать свои подписи, и их стало меньше 70. После ноября 1996 года опасность импичмента для президента миновала. Ноябрьский референдум дал лидеру Беларуси неограниченное полномочия. Но противостояние президента и парламента продолжалось. Моя задача состояла в том, чтобы консультировать правительство и оппозицию, которую к тому времени уже вытеснили из парламента. Я пытался содействовать восстановлению демократического порядка. Но чтобы этого достичь, нужно было начать переговоры между Лукашенко или его советниками и оппозицией. У нас чисто президентская республика с очень большими полномочиями главы государства. После первого же президентского срока появились противники методов этого правления. Они открыто заявили, что страна идет не по тому пути. И на следующих, вторых по счету белорусских выборах, собирались выступить в качестве оппонентов Лукашенко. В 1996 году, перед референдумом, на котором президент собирался продлить полномочия, в автокатастрофе погиб оппозиционный журналист Анатолий Майсеня. Пайшоў тады, калі нашай дзяржаве
потрібні люди, які можуть сказати правду, можуть відстоювати цю правду. 6 апреля 1999 года от сердечного приступа скончался Геннадий Карпенко. Бывший мэр Молодечно был очень популярен не только в своем городе. Сразу после смерти Карпенко некоторые лидеры оппозиции и семья погибшего публично выразили сомнения по поводу кончины Геннадия Дмитриевича, подозревая, что смерть одного из самых влиятельных оппозиционных политиков была не совсем естественной. Потеря Карпенко стала для демократических сил серьезным ударом. Он пользовался большим авторитетом в обществе и вполне мог стать одним из ведущих кандидатов на пост главы государства. Юрий Захаренко, генерал-майор, с 28 июля 1994 года по 16 октября 1995 министр внутренних дел Республики Беларусь, активный участник практически всех публичных акций оппозиции, с 1996 года член Политсовета ОГП, председатель Комитета по безопасности Национального исполнительного комитета. На поминках Карпенко Юрий Захаренко взял слово. «Мне не хватило смелости сказать это на кладбище. Нас не возят пока в Куропаты, но нас политически уничтожают. У нас случайно разбиваются на машинах лучшие люди. Лучшие люди не выдерживают, гибнут, как это произошло с Геннадием Дмитриевичем. Наш ответ режиму должен быть один. Мы пойдем до конца. И, как бы Александр Григорьевич не юродствовал, запугивая нас, мы не остановимся, даже несмотря на то, что режим загнал в тюрьмы лучших людей». Спустя месяц, 7 мая 1999 года, недалеко от собственного дома Юрий Захаренко бесследно исчез. Вот тут 15 лет назад шел домой в ожидании ужина член УГП, генерал и экс-министр Юрий Захаренко. Поставил машину, позвонил жене и пошел. Но до дома не дошел. С этого момента история Беларуси коренным образом изменилась. Многое поменялось и в нашей жизни. Но мы, белорусский народ в целом, этого не заметили. Возможно, нужно сказать, что очевидные смерти Моисея и Карпенко действительно вызвали массу кривотолков. Может, поэтому следующих мертвых тел народу не предъявили. Захаренко стал первым из белорусских исчезнувших политиков. Пошла череда уже не смертей, а исчезновений. Захаренко был министром недолго. Уже через год, в сентябре 1995-го, взаимоотношения с президентом стали опасно напряженными. Переписка между двумя высокими должностными лицами похожа скорее на едва сдерживаемую перепалку, чем на обсуждение важных государственных проблем. В письме Лукашенко министру Захаренко читаем: 16 сентября сего года во время встречи со мной вы сделали заявление о фактах коррупции и злоупотреблениях в окружении президента. При наличии доказательных фактов все виновные будут немедленно отстранены от занимаемых должностей, а материалы переданы для возбуждения уголовных дел. 20 сентября в ответ на письмо 955 Захаренко написал: «Я неоднократно информировал вас и госсекретаря Шеймана о тенденции к росту коррумпированности госаппарата». 25 сентября президент написал министру очередное письмо. На сей раз обращение к министру не соответствовало регламенту официальной переписки. В обращении не было ни должности Захаренко, ни каких-то намеков на уважение. «Я просил вас предоставить мне конкретные материалы по конкретным вопросам. Прошу вас иметь в виду следующее. Всегда ответственно относиться к своим словам». Но конкретные факты Захаренко почему-то в письмах не указывал. Зато против самого генерала выдвинули обвинение в нарушении финансовой дисциплины. Почему министр не предоставил или не успел предоставить доказательства? Почему поспешил, не имея на руках неопровержимой конкретики? Фактически у него был какой-то маневр, он был в поиске, где он мог совершать ошибки, но он потом все-таки признавал, что ошибся, и он выходил из этой ситуации. Поэтому он ушел от Лукашенко. Это риск был потерять карьеру, он и потерял. Но в этом плане он был человек совести.
и офицерской чести, можно сказать. Президент говорит, ты должен выполнить мой любой указ. Я ему говорю, Александр Григорьевич, людей расстреливать я не буду. 16 октября 1995 года генерал Захаренко был уволен. Через год он вступил в Объединенную гражданскую партию и активно включился в оппозиционно-политическую деятельность. С этого времени спецслужбы уже не выпускали его из виду. В обществе была востребованность объединения какого-то офицерства, отставного и действующего, объединить военнослужащих в какую-то конкретную организацию. Мы были создателями Белорусского конгресса офицеров, 3 создателя. Юра Захаренко, он представлял МВД, Володя Бородач, он представлял армию, и я представлял спецслужбы. За Захаренко стояли люди, которые умеют воевать, поэтому он с этой точки зрения был более опасен, чем любой политик, который иногда только словами может что-то сделать, а действий никаких не предпринять. Смерть Карпенко, уход Захаренки, потом похищение Гончара. Собственно, вот это была цепочка каких-то превентивных мер для ослабления. Вырубили руководство фактически. Виктор Гончар, вице-премьер правительства Беларуси, член Объединенной гражданской партии, депутат Верховного Совета 13-го созыва, председатель Центральной избирательной комиссии. Анатолий Красовский, педагог, кандидат философских наук, крупный предприниматель, издатель, личный друг вице-спикера Верховного Совета 13-го созыва Виктора Гончара. Это баня на улице Фабричной. 16 сентября 1999 года, спустя 4,5 месяца после исчезновения генерала Захаренко, Виктор Гончар с другом Анатолием Красовским вышли из этого здания и направились к своей машине. В тот вечер они не вернулись. Конечно, запаниковали мы все, и было решено утром исследовать места, где он мог быть последний. Многочисленные улики, найденные по горячим следам, неопровержимо указывают на похищение. Были разбиты подфарники джипа, кровь была, разбитые стекла, поломано дерево. И мы опросили рядом людей, говорили, да, был скрип, шум, были какие-то подозрительные лица. С этого места он был похищен, это и следствие не отрицало. Но опять следствие, как всегда нам говорит, неизвестными похищен. Место его нахождения неизвестно. Действительно, это кровь на асфальте. Его подтвердили. Стекла разбиты, это от машины Красовского. Все подтвердили. Вот. Больше ни Гончара, ни Красовского никто не видел. Дело Захаренко и дело Гончара было возбуждено в один день, 17 сентября. И делом самое странное, но 2 этими делами занималась следователь прокуратуры Байкова. То есть у меня тогда возникли какие-то опасения, почему такие сложные дела рассматривает один следователь, вот, без следственной группы. Потом, что не объявили по телевидению, что кто есть свидетели. Как правило, когда похищают людей, даже не политических, никаких, любых людей, когда посещают, как правило, по телевидению выступают. Ну, это такая форма работы оперативного розыска. Это. Но тогда полностью молчание было. Гончар был далеко не любой гражданин. Его популярность была невероятной. Я не потому, что я супруга Гончара. Ему-то как раз я об этом никогда не говорила. Но то, что он мог составить жесткую конкуренцию Лукашенко на предстоящих президентских выборах, то это однозначно. И я, пожалуй, даже скажу больше. Это единственный человек, который мог составить ему конкуренцию. В начале марта 1999 года объединенная демократическая оппозиция объявила об альтернативных выборах президента. Гончар являлся председателем Центральной избирательной комиссии. По существу руководил альтернативными выборами
Захаренко руководил штабом кандидата в президенты Чигиря. Анатолий Красовский был другом Гончара и много помогал оппозиции, Верховному Совету 13-го созыва материально. Анатолий Красовский был не только другом и финансовой опорой Гончара. Он разделял взгляды оппозиции и влиял на партнеров в определенных кругах бизнеса. Поэтому Гончар рассчитывал на серьезный тыл и смело заявлял о том, что в стране нарушаются законы. Это свидетельствует уже о более глубокой, к сожалению, и более опасной социальной болезни. Я не хочу произносить какие-то декларации. У Лукашенко свой выбор, у меня свой выбор. И от этого выбора я, естественно, не отойду при любых обстоятельствах. Что вы женщину давите? Козлы вонючие, блин! Осенью 1996 года, когда Гончар жестко выступил против референдума, его силой выставили из кабинета. Что это такое? Не бейте. Одну минуточку. Я вас прошу, успокойтесь, Станислав Антонович. Пожалуйста, кто у вас старший? Представьтесь. Кто вас сюда, ребята, привел? Я привел. Пожалуйста, определите для нас, для депутатов, учитывая, что ваши подчиненные отказались представиться, сославшись на вас. Скажите, сотрудники какого подразделения здесь представлены? Ответьте на вопрос. Главное управление государственной охраны. Виктор Гончар явно наступал на пятки президенту и отступать не собирался. Тем более накануне очень важных событий. Он исчез за 3 дня до решающего момента. На 19 сентября была назначена сессия Верховного Совета, на которую приглашались оппозиционные депутаты, лидеры партий и движений. Все ждали финального аккорда – доклада Гончара, который назывался «Заключение специальной комиссии Верховного Совета о совершении президентом Лукашенко ряда тяжких преступлений, влекущих процедуру импичмента – отстранения от власти». Трудно себе представить, что известному на всю страну юристу, можно сказать, любимцу публики, могли позволить прочесть такой документ. Но Гончар об опасности не думал, он был уверен в успехе. Как профессиональный в прошлом сотрудник, скажу, все политические лидеры, особенно вот того времени, и вот люди уровня Захаренко, Гончара, они мало думали о вопросах безопасности. У них была какая-то легкость к этим вопросам, по крайней мере, какие-то подстраховочные вещи нужно было делать. Расправу над политиком и его другом президент лично объяснил разборками из-за криминальных денег, которые тот якобы использовал в своих политических целях. Я их предупредил: мужики, не берите деньги. Вы не проведете выборы, а они вас потом перестреляют всех. Спустя 3 года после исчезновения, 5 декабря 2002 года, суд Советского района города Минска признал Гончара отсутствующим без вести. Ситуация осложнялась тем, что несколько серьезных оппонентов режима исчезли, и это всех очень волновало. И мы, ОБСЕ, а также послы европейских стран и США настаивали на международном расследовании обстоятельств их исчезновения. Спустя год после исчезновения Захаренко, Гончара и Красовского 7 июля 2000 года пропал оператор Минского корпункта ОРТ Дмитрий Завадский. Дмитрий уехал 7 июля 2000 года встречать своего коллегу Павла Шеремета в аэропорт Минск-2. И вот все, что я потом знаю, что его машину нашли стоящую в аэропорту, причем под знаком «Остановка запрещена». Нашел ее Павел Шеремет, когда вышел из аэропорта. В течение 3-4 часов мы заставили милицию опечатать машину. Я написал заявление. Мы все это сфотографировали, сняли и поехали в Минск. Ну и с тех пор никаких следов Дмитрия не найдено. Были потом и обследования территории вокруг аэропорта.
и с милицией, и с собаками, и с солдатами искали, но никаких следов нет. По версии Павла Шеремета, причиной похищения могла стать работа Завадского в Чечне, во время которой он мог узнать о темных делах белорусских спецназовцев. В августе того же года был задержан там некий Игнатович со своей группой, бандой, как ее называли. Его еще одного человека обвинили в похищении Дмитрия. Суд был сам очень странным, конечно, потому что буквально на втором уже заседании, когда попросили Игнатовича дать там показания, он начал говорить и уснул. Всех, конечно, это очень насторожило. Причем все, кто проходил по делу, там, я помню, что Малик, если я не ошибаюсь, он начал давать показания о том, что когда их привозят сюда в суд, то Игнатович очень кричит, ему что-то колят. Он кричит, что не колите мне, а ему что-то колят. Причем при этом судья сказал, что он хочет исключить Игнатовича из судебного процесса в связи с тем, что он мешает проведению суда. Хотя, конечно, это было очень смешно, потому что он просто уснул. Его вынесли тогда спящего. То есть явно было видно, что его чем-то действительно обкалывают для того, чтобы, видимо, он чего не сказал, не знаю. Суд приговорил этого человека, Игнатовича и Малика. То есть Игнатовича он приговорил к пожизненному заключению, а Малика, как пособника, приговорили к 25 годам лишения свободы. Казалось бы, какие еще могут быть вопросы? Вот жертва, вот преступники. Но вопросы все же остались. Куда исчез похищенный Игнатовичем Завадский? Зачем вообще похищали оператора? И главное, каковы доказательства? Ведь ни Игнатович, ни Малик не признались. В приговоре написано только, что они имели реальную возможность захватить, убить, спрятать тело. Есть еще лопатка с кровью Завадского в багажнике машины Игнатовича. Но ответа на главный вопрос, жив или убит оператор, следствием не дано. Где он? Живой или мертвый? И вот если бы не эти вопросы, возможно, ситуация с исчезновениями политиков до сих пор бы не прояснилась. Тогда я совершенно не понимала, чем это может, обернуться. То есть дело Димы Завадского потонуло в тех преступлениях, которые совершала группа Игнатович. А то, что касается этих доказательств, это лопатка, которая была найдена не с первого обыска, а потом уже вдруг оказалась в машине Игнатовича. Сейчас трудно судить, потому что все основные свидетели, хоть и были вызваны в суд, но, естественно, тех показаний, которые должны были прозвучать, они не прозвучали. Предложенная прессой версия импульсивной мести бандита быстро стала официальной. Игнатович производил впечатление человека неадекватного, и на это списывали нелогичность преступления. Но необъяснимым оставался еще один факт. В деле Завадского фигурировали документы из уголовных дел пропавших политиков. Однако свидетельства политического следа из дела Завадского вскоре исчезли. Их в деле в Димином нет, хотя они должны там быть. Вот. А номер стоит. Никто не заметил, что если ты сама видела, если у тебя есть эти документы, экспертиза стреляного пистолета, по-моему, там же должна быть номер дела, по которому оно сделается заявление. Там стоит номер дела 41-41-00. Это Димино дело. Понимаешь? Но когда мы спрашивали, почему этих документов нет в деле, нам объяснили, что они их перевели в другое дело, так как они нашего дела не касаются. Но процессуально это неправильно, это незаконно. Любые документы, которые появились в деле, должны быть копией обязательно. Вы можете переводить их куда угодно, но они должны быть и в нашем деле. Поэтому явно прослеживается цепочка, что люди, которые причастны к Диминому похищению, напрямую причастны к похищениям и Захаренки, и Гончара, и Красовского. 21 ноября 2000 года начальник Главного управления криминальной милиции генерал-майор Лопатик направил рапорт министру внутренних дел Наумову с грифом «Совершенно секретно».
Докладываю о том, что мною получена информация следующего содержания. В апреле 1999 года Шейман дал указание замминистра внутренних дел Сивакову допустить в СИЗО номер 1 ГУВД Мингорисполкома командира СОБРа Павлюченко. Юрий Сиваков, министр внутренних дел Республики Беларусь с февраля 1999 по апрель 2000 года. В 2000 и 2001 заместитель главы администрации президента. С 2003 по 2005 год министр спорта и туризма Беларуси. В настоящее время профессор одной из кафедр Академии МВД, преподает курсантам и слушателям основы управления органами внутренних дел. Дмитрий Павлюченко. В 1994 году поступил на службу в отдельный батальон специального назначения внутренних войск МВД Беларуси на должность командира взвода спецназа. В 1999 году командир бригады специального назначения внутренних войск МВД. В 2000 году был назначен на должность командира 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД Беларуси. Награжден боевыми орденами и медалями. После увольнения со службы занимается бизнесом. В рапорте Лопатик сообщает, что Павлюченко интересовался процедурой расстрела и захоронения казненных, и что Сиваков по приказу госсекретаря Совбеза Шеймана дважды распоряжался расстрельным пистолетом с целью уничтожения известных политиков. Это не просто мнение генерала Лопатика, а это материалы оперативного характера, сведенные воедино соответствующим докладом начальнику криминальной милиции. Информация эта частично была получена и от начальника СИЗО номер 1 Олега Алкаева, который случайно сопоставил даты выдачи расстрельного пистолета с исчезновениями политиков. По требованию бывшего министра внутренних дел Юрия Сивакова я дважды выдавал этот пистолет в его распоряжение по его просьбе. Просьба это или приказ, понять трудно. Но когда министр просит, значит, надо понимать как приказ. Для каких целей, мне было непонятно. Затем 14 декабря я в газете, вот эта газета «Комсомольская правда», прочел вот такую статью. Кто следующий? Исчезновение. Алкаев увидел в газете даты и с ужасом обнаружил, что он выдавал пистолет именно в те дни, когда пропадали политики. Да, вот есть дата, когда я выдал пистолет. 30 апреля я выдал, а 14 мая получил обратно. А 7 мая исчезает Захаренко. Потом вторично пришел адъютант министра и передал распоряжение министра. Это было 16 сентября утром. Причем так спешно. Министру понадобился пистолет. Как мы знаем, в этот же день был похищен Виктор Гончар и Анатолий Красовский. Но я об этом тоже ничего не знал. Пистолет вернули мне через день или на следующий день. Я положил его, как всегда, в сейф к себе и забыл. И вот, сопоставив все эти факты и также особый интерес, проявленный министром и Павлюченко к процедуре исполнения смертной казни и захоронения, ну, это не секрет, что все это делалось тайно. Тайно приводился приговор, тайно хоронилось тело. Еще до меня не доходило, что вот такая вот кровавая связь может быть. Я пошел, как и положено, старшему офицеру к исполняющему обязанности министра, генералу Удовикову, и доложил ему свои подозрения. Ожидая от Удовикова какого-то решения, Алкаев глубоко разочаровался. Генерал повел себя странно. Он испугался, запретил мне эту тему даже обсуждать и предложил этот пистолет просто уничтожить. Сказал, что ему все известно, но он ничего сделать не может. Оставил меня наедине с моими сомнениями и размышлениями, которые нашли подтверждение именно в его словах уже. Я понял, что здесь причастны высшие должностные лица страны. И я понял, что больше не к кому обращаться. Любое обращение официальное, скажем, в Генеральную прокуратуру, ну, вот этот ряд бы увеличило еще на одного человека. То есть где-то бы я скоро пропал тогда. Если найдут трупы
в трупе будет пуля из моего пистолета, который у меня в сейфе хранится. Кто мне поверит, как может там полковник состязаться с генералами и прокурорами? Я мгновенно окажусь в камере, и через полгода меня успешно расстреляют. Сделают так, что сумасшедший полковник там, по какой-то причине, там никто не будет выяснять причину. Это у нас умеет написать. Мы с Наумом были знакомы еще, когда он возглавлял отряд «Беркут». Я ему рассказал свои подозрения и высказал свою точку зрения, что за спиной президента страшные вещи происходят. Люди не исчезли, они убили. Рассказал про пистолет. После того разговора Наумов пообещал Алкаеву разобраться в ситуации и подсказать линию поведения. Он даже позвонил однажды обеспокоенному коллеге и уверил – процесс идет. И вскоре после этого, в сентябре 2000 года, Владимир Наумов был назначен министром МВД. Мы все обрадовались. А кто знал, поверили, что Наумов что-то сделает. Он действительно что-то сделал. 22 ноября он зашел ко мне сам и сказал, что сегодня будет арестован Павлюченко. Я хочу разговаривать с полковником Павлюченко. Фигура в масштабах Минска довольно значительная. Я еще предложил камеру приготовить специальную. Он говорит, в СИЗО КГБ будет сидеть. 22 ноября председатель КГБ Мацкевич вынес постановление, а заместитель генерального прокурора Снегирь санкционировал арест Павлюченко. Все делалось очень быстро. Любопытно само содержание постановления Мацкевича. Там говорится о применении в отношении командира войсковой части 3214 Дмитрия Павлюченко превентивного задержания сроком на 30 суток, то есть предупредительного, с целью предотвращения новых противоправных деяний. В общем, Павлюченко был арестован и помещен в камеру. На допросе Павлюченко и всплыла фамилия Игнатовича, который потом фигурировал в деле оператора Завадского. Командира СОБРа допрашивали с пристрастием. Можно только догадываться, какие методы применялись. В результате тот рассказал, что трупы Завадского, Захаренко, Гончара и Красовского захоронены в лесном массиве в районе Северного кладбища. Дальше события развиваются стремительно. Генеральный прокурор Республики Беларусь Бажелко посылает запрос Генпрокурору России Устинову о предоставлении специалистов и оборудования для отыскания трупов в земле. 23 ноября, узнав об аресте Павлюченко, начальник СИЗО номер 1 Олег Алкаев по совету Наумова идет в кабинет к Лопатику и спешно пишет свой рапорт, где излагает обстоятельства выдачи расстрельного пистолета. Этот рапорт был нужен как часть доказательной базы в деле Павлюченко и как охранная грамота для самого Алкаева. 24 ноября Алкаева уже допрашивал следователь прокуратуры. Сразу же назначили экспертизу пистолета, произвели выемку журнала выдачи оружия. А в это время, пока допрашивали Павлюченко и отправляли запрос в Россию, госсекретарь Совета Безопасности Виктор Шейман идет на прием к президенту. Получилось так, что госсекретарь банально обыграл генпрокурора и председателя КГБ. Что именно Шейман доложил президенту, неизвестно. Но после этого он имел при себе устное распоряжение главы государства все разбирательства в отношении командира СОБРа Павлюченко прекратить, а арестованного немедленно отпустить. Знаю одного исследователя, который допрашивал, знаю, второго не знаю. И когда начал допрашивать, естественно, узнали, что его там закрыли. Позвали начальника и милиции КГБ наверх. Знаете эту, наверное, историю? И как там была разборка, иди служи, ты мне верь. Готовы выполнить любой приказ президента по защите конституционного строя, по защите рубежей нашего Отечества. Дмитрий Павлюченко сегодня официально числится в побеге. Его имеет право задержать любой гражданин, милиционер, привести в прокуратуру или в Следственный комитет. И как лицо, совершившее побег. Потому что лицо, освобожденное, даже если он только переступил порог тюрьмы, назад он может выйти только, имея на руках справку об освобождении, подписанную начальником учреждения.
Все, кто сидел, это знают. Одного устного указания, чего-либо, от кого бы ни исходило, недостаточно. Вот, но каким-то образом Павличенко вышел. Ну, раз вышел без справки, значит, это считается побег. Формально Олег Алкаев прав. Вот только никто до сих пор не рискнет поинтересоваться, есть ли у бывшего арестованного Павличенко справка об освобождении. Он должен в розыске находиться. Вот, и тут тоже срок давности приостанавливается, кстати, если лицо в побеге. Сегодня попали в глупое положение. Задним числом эту справку не выпишешь, а справка выписывается на основании постановления того же следователя или прокурора, который не усматривает необходимости держать человека под стражей. Такого постановления не было. Как сообщил опять же Шейман в ответ на запрос генерала Фролова, арестован был Павличенко по постановлению, а освобожден по указанию. Но забыл, чье указание. И это отвечает генеральный прокурор. Когда его посадили, Павличенко, в изолятор, тогда наивные генералы и полковники поверили, что, наверное, таки Лукашенко хочет найти истину, и начали писать, вот эту и Наумову написал докладную, Наумову Лопатик. И вот это все вылезло. Если бы они знали, что будет закрыто дело, то они, наверное, бы и не все узнали. Ну, а потом уже Воробей вылетел. Все. Вылетел в результате этой истории не только Воробей, но и генеральный прокурор Олег Бажелко, которому и пришла в голову мысль отыскать тела убитых. Бажелко буквально был снят с должности в процессе слушания. Вот. И, конечно, был запуган, был и хорошо запуган, что он до сих пор молчит. Работники оперативной следственной группы располагают определенными сведениями о произошедшем, но обнародовать их преждевременно. Можно хотя бы с определенностью сказать, жив Завадский или нет? Ну, я вам сказал то, что мог сказать. К этому моменту следствие уже располагало доказательствами, что оператор убит, а тело захоронено в лесном массиве Минской области площадью около 2 гектаров, к которому примыкает кладбище и заливной луг. И это зафиксировано в материалах уголовного дела номер 414-100, том 21, лист дела 269. 28 ноября на место Бажелко назначен Шейман. В этот же день был снят с должности и председатель КГБ Мацкевич. Расследование было фактически прекращено. В Россию направили новое письмо о том, что необходимость специальной техники для отыскания трупов отпала. Вот тогда-то из уголовного дела Завадского и были изъяты материалы, касающиеся преступной деятельности Павличенко. У руководителей силовых структур появилась проблема. Нужно найти убийцу Завадского, но вывести из этого процесса Павличенко. Поэтому на откуп Фемиде отдали уголовников, бывших собровцев, фактически расходный уже материал. Исчезновение оператора приобщили к десяткам преступлений Игнатовича и его подельников. Имейте в виду, что эти структуры мною поддерживались и лелеялись, если хотите, 3 последних года. Я знал, что нам придется защищаться, и не только мне, но и вам. И нанесение ударов без согласования с президентом по отдельным сотрудникам этих людей я категорически не приемлю. В первые годы своего правления Александр Лукашенко неоднократно заявлял о решительной борьбе с организованной преступностью. Мы не позволим жулью орудовать на территории нашего государства. Будто по случайному совпадению за 5 лет с 1997 по 2001 год в Беларуси была ликвидирована вся элита криминального мира. Потом выяснилось, в стране действительно существовала целая группа людей в погонах, в чьи задачи входил отстрел криминальных авторитетов. Были у нас такие ситуации по борьбе с преступностью. Да, власть президентская очень озаботилась ростом преступности и, по информации, создала специальное подразделение, которое, в принципе, осуществляли эту борьбу. Ну и, как говорят, уничтожали главарей преступного белорусского мира, преступников в законе и так далее. И, говорят, их было несколько десятков этих человек
похищено, вывезено. Ну, в общем, они пропали, следы и в Минске, и в Витебске, и в Орше. Вот. А потом уже и никто их не искал, потому что часто эти люди без роду, без племени, так сказать. Они семей не имеют, там их искать некому, и вот это пропали и пропали. А потом, мне кажется, что они это применили в отношении своих политических оппонентов. В процессе расследования дела Завадского всплыли чудовищные факты о деятельности этой группы. Есть версия, что Игнатович и его банда в промежутках между самостоятельным разбоем выполняла специфические поручения высокопоставленного заказчика. И делала это под руководством людей, убиравших неугодных политиков. Игнатович был, по сути, инструментом для самой грязной работы. Этот человек в 90-х годах служил в спецподразделении по борьбе с терроризмом «Алмаз». В 97-м, после тяжелой травмы, Игнатовича признали негодным для службы и уволили из органов. Вот тогда он с бывшим сослуживцем Маликом и организовал банду, которая под заказ убивала и грабила. Этот человек очень подходил для специфических заданий. Вопросов не задавал, совестью не мучился, анализу свои действия не подвергал. Я знаю, что эта группа была создана в одном из отелей под Минском. Я знаю примерно список людей, которые там принимали участие. Некоторые из них до сих пор находятся у власти, некоторые из них были обучены от органов государственной власти, сейчас работают на частных хлебах. Но называть имена я бы сейчас. В 2001 году перед президентскими выборами следователи Петрушкевич и Случик обнародовали рапорта Лопатика, Алкаева и другие документы. Сделали они это, потому что не хотели разделить участь своих коллег по расследованию дел пропавших политиков. Расследование проводилось. Проводилась отработка военной части, где работал Павличенко. Этим занимались органы госбезопасности, которые вели наблюдение за передвижением группы Павличенко. В течение тех нескольких месяцев, что я находился в следственной группе, люди продолжали исчезать. Но как-то себя чувствую очень уютно в этой ситуации, потому что со мной могло произойти то же самое. Я мог просто исчезнуть. А потом еще, при неизвестных обстоятельствах, погиб свидетель. Один из самых главных, один из важнейших свидетелей, проходивших по этому делу, неожиданно скончался в возрасте 20 лет. Также скончался один из оперативных работников, которые имели отношение к этому. Но это и послужило причиной к тому, что я просто убежал из этой страны. Петрушкевич и его коллега Случик покинули страну вместе с документами. В Вене записали видеообращение, где рассказали об эскадроне смерти, группе Павличенко и о страшных фактах похищений и убийств, которыми располагало следствие, о роли Игнатовича. Со временем взаимодействие с заказчиком превратилось для Игнатовича в факультативное занятие. Он стал выходить из-под контроля, грабил, убивал, появлялся в местах военных действий в качестве наемника. В 2000 году Игнатович был задержан на территории Чечни. Он рассказал, что он участвовал по указанию высших должностных лиц силовых министерств Республики Беларусь, выполнял специальное задание. Дело дошло до зверских убийств целых семей. Вполне возможно, что у бандита действительно помутился разум, когда он прочел интервью Завадского, рассказавшего о его делах в Чечне. Так или иначе, но Игнатовича нужно было остановить. Игнатовича задержали. На момент задержания он совершил множество преступлений в составе сформировавшейся преступной группы, среди которых похищение, около 30 убийств, разбои. Ну и, естественно, наиболее актуально значимые дела – это похищение и убийство политиков. После задержания Павличенко Божелко лично с ним беседовал и требовал от того, чтобы тот сознался, где же все-таки находится Завадский. После обнародования Петрушкевичем и Случиком документов, подтверждающих существование банды,
Сомнений в том, что в стране действовал своеобразный эскадрон смерти, не осталось. Полковник Дмитрий Павличенко из любого из этих оппозиционеров пойдет под пулю, если тем выпадет несчастье стать жертвой вооруженных преступников или террористов. Потому что он просто не может иначе. Он защитит любого, кто в этом нуждается, ибо считает, что на территории Беларуси должен править закон, а не Кремль. В 2003 году в Беларусь приезжал депутат Европейского парламента Христос Пургуридис, который должен был изучить обстоятельства исчезновения белорусских политиков и подготовить доклад для парламентской ассамблеи Совета Европы. Нам удалось собрать много материалов для моего отчета, прямо указывающих на то, что режим был замешан в этих исчезновениях. У меня нет сомнений, что этих людей похитили и впоследствии убили. Возможно, их не убили на месте преступления, но определенно люди, которых считают пропавшими без вести, несомненно, мертвы. И я не сомневаюсь, что их убили в результате операции, организованной режимом. После того, как Пургуридис представил свой доклад в Европе, была принята резолюция, которая содержала рекомендации Комитету министров ПАСЕ потребовать от белорусской власти проведения подлинного независимого расследования. Понятно, что этого явно недостаточно для того, чтобы побудить белорусские власти раскрыть истинную картину произошедшего. Ирина Красовская давно уехала из Беларуси, но до сих пор пытается добиться справедливости. Вместе со Светланой Завадской она организовала инициативу «Мы помним». Помощь в расследовании предлагали и ОБСЕ, и США, и другие страны. Также серьезные резолюции с требованием провести расследования были приняты и ОБСЕ, и Советом Европы, Европарламентом, Межпарламентской ассамблеей, другими организациями. Вдовы хотят, чтобы весь мир знал, что происходит в Беларуси. Они встречаются с семьями с такой же проблемой из других стран. Они поняли, что это проблема глобального масштаба. Люди из десятков стран, от Филиппин до Аргентины, от Боснии до Чечни, объединились под одной идеей. Любые насильственные исчезновения – это преступление против человечности, а значит, не должны иметь срока давности. Мы участвовали практически во всех заседаниях рабочей группы по созданию Международной конвенции против насильственных исчезновений. И, наконец, в декабре 2006 года Генеральная ассамблея ООН приняла эту конвенцию против насильственных и недобровольных исчезновений. Родственники, конечно, не надеются, что их близкие вернутся домой, но они понимают, их горе не только семейная трагедия. Это страшный прецедент для Беларуси, который не должен стать правилом. Поэтому дела об исчезновениях должны быть расследованы до конца. Только лишь об одном, так сказать, молю Господа Всевышнего, чтобы действительно, так как и все мы ратуем, за то, чтобы изменились статьи и переквалифицировались на преступления против человечности. Вот тогда эти дела не будут иметь срока давности. У меня где-то список около 30 человек, которым все известно, которые все расскажут и покажут. Потому что они не захотят остаток жизни провести в тюрьме. Вот. Есть следователь Бранчель, хороший, умный следователь, который вел дело полностью, в его руках было. Он дело Игнатовича вел и прочее. Меня тоже не пугает, что он сейчас на пенсии. Наоборот, будет веселее рассказывать. Он понимает, что совершил преступление, что уничтожил материалы из уголовного дела. Кто его будет спасать? Это такая глупость.
Как расплатилась за свое усердие Светлана Байкова. Она усердие проявляла, когда вот Юрия Захаренко искала в Германии. И я знаю кучу других людей, которые уже расплатились. Дальнейшая судьба начальника криминальной милиции Лопатика тоже печальна. Сразу после того, как в 2001 году следователи Петрушкевич и Случик обнародовали рапорт, генерал вышел в отставку. Потом перенес 3 инфаркта и онкологическую операцию. В конце 2013 года он был награжден орденом. В интервью газете «Народная воля» по случаю награждения он сказал: «Все, что знал, давно забыл». Со страхом живет Сиваков. Нет, у него такие порывы бывают что-то сказать, но только обозначить, чтобы его пожалели, видите ли. Как ему тяжело. Ну, разве это жизнь? Вот жить в страхе вечно. Их надо постоянно тревожить. Тревожить. И напоминать, что о них не забыли. Если взять юридически, сколько там цепочка, это ужасно. Каждый министр, последующий, начиная с Наумова, отвечает. Он обязан контролировать процесс. Каждый прокурор отвечает. Вот их всех можно по очереди. Василевич, почему ты не раскрыл? Ты был генеральный прокурор. Сидишь, статейки пишешь, доктор наук. Следующий и сегодняшний. Это все задача. Начиная с участкового. И никто ничего не делает. Вот запросы пишут, там, не видели ли вы там Захаренку в Тюменской области? Ответ приходит, не видели. Ну все, подшил, дальше пошел. Тома набираются, а итогов-то нет. Что делали в течение 15 лет правоохранительные органы, не знает никто. Все это время родственники каждые 3 месяца получали уведомления о продлении расследования. Комитет по правам человека ООН вынес решение по делу семьи Красовских. Беларусь обязана провести объективное расследование. Но нет исполнения этого решения нашей страной. Весной 2014 года жалобу в комитет отправила семья Захаренко. Есть многочисленные ходатайства родственников об объединении дел и о квалификации их по статье «Преступления против человечности». И есть ответы Следственного комитета. Для этого нет оснований. Они попытались все обставить в виде официальной казни. Для этой цели даже взяли расстрельный пистолет в комитете по исполнению наказаний. У нас были завязаны рты, а руки скованы за спиной. Это гастроли Белорусского свободного театра в Вашингтоне. Пьеса повествует о судьбе женщины, чей муж был похищен и убит политическими противниками. Прототипом главной героини послужила вдова бизнесмена Анатолия Красовского Ирина. Зрители на том спектакле в Вашингтоне были под впечатлением не столько театрального действа, которое выглядит весьма условно, сколько от самой сути увиденного. В наши дни в европейской стране хватают на улице известных политических лиц и расстреливают без суда и следствия, без предъявления обвинения. Я так потрясен, что не могу спокойно говорить. Сам факт насилия в политической борьбе кажется представителям цивилизованного мира чудовищным, а планомерное физическое устранение соперников вообще не укладывается в голове среднего американца. Когда этим вопросом мне задают, почему, я, наверное, уже объяснил, почему. Потому что умные люди от них просто уходят, а поскольку это преступление совершалось идиотами, в полном смысле слова, начиная от верхних, начиная от секретаря Совета Безопасности, несмотря на то, какие они лампасы носили, вот, и как красиво умели говорить или молчать, они идиоты, потому что ни один нормальный человек не стал бы это делать. Есть куча способов осадить своего оппонента, или поставить его на место, или еще каким-то образом, там куча способов, законных причем. Вот. Если не можешь ты его садить, ну уйди. Уйди и уступи место, пусть тогда умнее тебя человек будет. Президент сам стал заложником всех этих обстоятельств, поскольку все-таки он руководил государством, и он себя всегда в грудь бил, что я все контролирую. Оказалось, что не все он контролирует. Он стал заложником, а по сути дела соучастником. Все эти расследования, я уверен, 100% они пройдут. Они пройдут, когда поменяется политическая власть. Вот где там в Северной Ирландии, да,
42 года прошло, и сейчас человека обвиняют в убийстве женщины. 42 года. Тут нужно нормальное следствие, нормальные протоколы, допросы, сбор доказательной базы и предъявление обвинений. И это в перспективе будет сделано. Акт суда невозможен без неопровержимых улик. А их с каждым годом становится все меньше. Меньше надежды, что трупы все еще лежат в земле, а не уничтожены. Что не исчез бесследно расстрельный пистолет. Что может послужить неопровержимым доказательством существования банды не в масштабах Игнатовича, а куда шире? Алкаев утверждает, что предлагал нынешним руководителям правоохранительных органов свои услуги в проведении объективного расследования. Письменно предлагал. Спрашивали, какие у меня материалы есть, там наши органы спецслужбы. Есть ли? Я говорю, есть. А можно ознакомиться? Я говорю, можно. Но при условии, что создастся следственная группа, и я буду руководителем этой следственной группы. Я согласен вернуться в Беларусь. Тогда я достану все материалы, и мы в течение 2 суток закроем тему. Ну, понятно, пауза, молчание, там, и я ответа не получил. Просто надо вернуть ситуацию по состоянию на 22 ноября, когда все было сделано. И вот с этого момента опять начать. Ведь существуют десятки людей, которые сегодня уже сами свидетели. И те должностные лица, которые когда-то обязаны были по долгу службы это преступление раскрыть, потеряв службу, перейдя, скажем, в гражданскую жизнь, они переходят в разряд свидетелей. Откроем Уголовный кодекс, где написано, что любой свидетель, любой человек, которому известно о совершенном преступлении, обязан о нем заявить. Так будьте добры, если вы не смогли как должностные лица решить проблему, ну, заявите, я такой-то, такой-то, гражданин Божелко, заявляю, что тогда-то, тогда-то было совершено преступление, мне стало известно, мной было принято решение об аресте человека. А потом объясни, почему его не арестовали, почему ты до конца не дошел. Ты что, с чистого листа, что ли? Проснулся утром, думаю, дай-ка кого-нибудь посажу сегодня под настроение. Ну, и решил на Павлюченко отыграться. Нет, конечно, были материалы. Серьезные материалы. Ирония Олега Алкаева вполне понятна. Ведь рапорт генерала Лопатика действительно никак не мог появиться в результате догадок и домыслов. Начальник криминальной милиции страны располагал конкретной информацией. Олег Алкаев, скорее всего, преувеличивает свою роль в возможном расследовании. Но нельзя сбрасывать со счетов то, что он сохранил книгу выдачи расстрельного пистолета в одном из банковских сейфов Европы. И сохранил 8 пуль от расстрельного пистолета в стволе дерева. Даже если пистолет уже будет уничтожен, а трупы все еще в земле, опровергнуть эти улики будет невозможно. Кроме вещественных доказательств, сохраненных начальником СИЗО номер 1, есть и другие улики. Показания сотрудников прокуратуры, просмотренные ими видеоматериалы после обыска в кабинете Павлюченко. Есть видеокассета с рассказом Олега Божелко обо всем произошедшем. Возможно, всплывет что-то еще. Ни Маскевич, ни генеральный прокурор, они просто не позволили себе не подстраховываться, не делать, видимо, запись допроса Павлюченко. Я не сомневаюсь, что они ее записывали. Просто они не могли ее не записывать, ибо они понимали, что они рискуют всем. Они у них и материалы были в руках, и все было. Покажи мне, где шпиль брать. Денис Захаренко родился и живет в Германии. О своем дедушке он знает мало. Он был нормальный. Просто я чуть-чуть похож на его. И похож на его эти хары. Матери генерала Захаренко Ульяне Григорьевне 90 лет. Она никогда не встречалась с правнуком, так похожим на ее сына.
Женщина живет надеждами. Дверь откроется, и сам Юра войдет в дом. Она уверена, что сын до сих пор жив. Просто его кто-то не отпускает. Мне всегда в голове и в сердце, что Юра мой живый и вернется. И я прошу, я ни на кого не обижаюсь, а прошу, добрые люди, пустите мое дитя. Он ничего плохого не делал, только хорошее. Ну так получилось в жизни. Схватили, куда вони схватили. Но я вже отболела, і сім'я вся плаче, і сьогодні плаче. Страна природы, и мы отсюда родом. Родная матушка, тут Беларусь, и только так. Нас 10 миллионов, самых дружных и спокойных. Мы с хлебом, солью, да, и все довольны. Мы только вместе, мы только с добрыми сердцами, с умлением чистым. Мы только Беларусь жадаем. Моя краина, моя родима, моя мать. Мы только с этим, и этого нам точно хватит. Навиделись мы многого и многое прошли, но есть такое, чего нам не оставить позади. Там позади лишь те поступки, что так скрыты, и мы бы рады все забыть и просто дальше прыгнуть. Но так нельзя, у нас собрали тех людей. Там слезы матерей, там осталась только тень. На эти дни, кто смог так просто согрешить, так запросто решив, что он имеет чью-то жизнь. Зачем те дни был взят расстрельный пистолет? Ведь он для смертных приговоров, но их там нет. За что утрачены те судьбы так безмятежно? За что оставлены страдать родные без надежды? Кто даст покой, кто даст уверенность и веру? Ведь люди не придут домой и не откроют двери. Кто нам вернется то, во что мы долго верили? И как устали мы навечно тут глубины мерить. Как трудно слышать, там эскадроны смерти близко. Нам лишь у неба попросить, верните близких. Нам лишь у неба попросить открыть всю правду. И чтоб мы не смогли поверить этим страшным фактам. На что надеяться и что увидим завтра нужно. И кто сотрет из памяти нам этот страшный ужас. Но как бы ни было, там испытания пройдем. Просвет не за горами, мы же только на своем. Со временем вся истина придет, и только так все станет на свои места. Там видно добрый знак, близка-то справедливость. Нам лишь ее дождаться, шагнуть навстречу к ней, и все тут может поменяться.